Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Арсан. Как дела у тебя, брат? Все хорошо, альхамдулилля. Как сам? Нормально, дома да никто не мешает? Да не, я на минуту, да, задержался, короче, опоздал. Ничего. Сейчас дождемся, пока подписчики появятся. Уже 52 человека, 54 Ну, человека, 56 человек выпили уже. это А, немало, это очень хорошо. У да. нас, когда с Исламом был эфир 3 дня назад, в общей сложности 738 человек собралось. Это очень был Вообще хороший результат. да, я видел, кстати, да, отследил, это было Да. очень Но нормально. сегодня мир спорта прям все пишут. Именно спортсмены начали подписываться на аккаунт и так далее. Это приятно очень. Сейчас дождемся еще. Надеюсь, мы их не разочаруем. Не-не-не, мы не разочаруем. Сегодня, я думаю, ты такой немножко умеешь шутить, поэтому я думаю, сегодня шуток тоже добавим, юмор тоже будет. Ну, посмотрим, да, В наше сложное время, если не смеяться, то что еще, да? да, конечно. Добрый день всем, друзья, кто к нам присоединился, уже 70 человек у нас в эфире. Всех приветствую вас, друзья, на аккаунте студии Дослар ТВ. Это программа Кешка Хабар. Кешка Хабар, кто не знает нагайский язык, это вечерний разговор, типа вечернего Урганта. У нас нет музыкантов, мы сами по себе. Время карантина, друзья, заставляет делать новые проекты, думать, потому что мы считаем, что человек рожден, чтобы думать, и поэтому придумали вот такой формат. Ногайский народ, его очень много, он очень распространен по всей территории. Многие из нас, к сожалению, не знаем, как зовут нашего брата, который живет в Дагестане, Карачаево-Черкесии, в Уренкое. Цель данного проекта – сделать так, чтобы мы побольше узнали о разных ногайцах, которые в разных сферах добились своих успехов. У нас был первый гость, это был музыкант, режиссер Ислам Сатыров. Сегодня у нас, друзья, вам представляет чемпион ММА. Я вот всех регалий не буду называть, потому что действительно у нас времени не хватит. Ногайский лев, ногайская звезда, действительно человек, который поднял ногайский спорт на очень высокую культуру. Арслан Есельмесов, друзья, его вот приветствуем. Вот, кто вот может аплодировать вот маленькими такими смайликами. Спасибо на добром Вот. слове, Даниэл. Мне очень приятно Да, самому. Да, я, честно сказать, да. даже переживал немного. Ты особо не переживай. Это надо переживать подписчикам, которые задали вопросы. Там Да. большая идет драка, кто сегодня таки получит футболку. Она, Вот. кстати, недалеко. Оксана, Я хотел ее с собой взять, но в другой комнате. Но ее видели все. Это вот то, что да. фотка после боя, это вот эта же футболка. Да, Москва на связи, Сургут на связи, вот узнаю просто. Астана на связи, вот Арслан смотрит, весь мир тебя смотрит, поэтому сегодня, думаю, разговор будет интересный. Смотри, по регламенту. Вообще Инстаграм дает 1 час времени. Да. С Исламом у нас не хватило, буквально минут 10 не хватило. Сегодня вообще делаем всегда так, всегда будем делать так. 45 минут мы общаемся, 45 минут, 15 минут буквально или 10 минут мне надо, чтобы задать тебе короткие вопросы, обращение твоего к народу и разыграть подарок. Если на 45-й минуте ты посчитаешь или я посчитаю, что нас не хватило, можем еще на час растянуть. Вообще этого не хотелось бы, потому что само выкладывание видео после эфира там, да, на YouTube или Facebook 2 часа выкладывать неудобно, люди смотреть не смогут. Час это было бы вообще хорошо было. Ну, час это Черкес тебе, оптимально, конечно. да, Черкес тебе салам передает. Поэтому постарайся отвечать на вопросы коротко, вопросов очень много накопилось. И перейдем к теме. Значит, смотри, Во рту первое, что пересохло от волнения. ты можешь воду взять, возьми, Да, если мне, мы мне подойдем. принесет сейчас братишка Тамерлан, заодно тоже Да. поздоровается. Да. Буденность на связи, Москва на связи. Первое. Общий вопрос, Арслан. Как дела, чем занят на карантине? Дела хорошо, во Всевышнем. Сидим дома, как все, соблюдаем самоизоляцию, самореализуемся, как-то развиваемся. То есть там читаю, смотрю сериалы. Я такой киноман заядлый. То есть кто на меня подписан, наверное, знает, что я люблю как бы провести время хорошо, посмотреть хорошее кино там, или сериал. Ну, соответственно, и Мгм. тренируюсь. Каждый день одну тренировку стандартно делаю. Тоже совсем разлениться тоже это неправильно. Надо тренироваться. Как проходит тренировка в домашних условиях, Арслан? Ну, дома тяжеловато тренироваться, если честно. Много разных тренингов всяких домашних, но я к ним отношусь достаточно так скептически, если честно. Дома тренироваться достаточно сложно. Я выхожу на площадку, немного нарушаю самоизоляцию, но там люди Во есть, дворе.
Да, Во да, дворе, делал да? тренировку, да. Вот сегодня там спарринговал даже. Вот ссадина. Ага. И как бы... Я видел Вайн, я у тебя уже лайк поставил, с кем-то там дрался, как кровать, что ли, разбирали там с братишкой, я не знаю, там что-то у вас там Не-не-не, снимали. не дрался. Это у меня братишка очень креативный, так Галан Семесов, да. И он придумывает что-то постоянно, и мы это как бы воплощаем в жизнь, там какая-то шутка, типа там, как Ага. Counter-Strike, он закинул там гранату, это просто А. сегодня многие пишут, типа, а что вы, говорит, кровать разобрали, говорит, ради этого Вайна? Я говорю, нет, Да, говорю, мне тоже так показалось. мы ее, наоборот, собрали, сегодня привезли новую кровать, она была разобрана. Мы сначала сняли ее разобранной, а потом собрали ее и сняли уже начало, как будто... То есть вы Да. хитрый, вы уже режиссеры. Режиссер это называется эффектом Кулешова, когда меняются времена вот так местами. Да, да, Вы да, да. сначала Но ставили это все да. Тамерлан, это не я. То есть мне многие пишут, что ты такой там, типа, талантливый. Я говорю, это не я. То есть я бы до этого не Понятно. додумался. Знаете, с Тамерланом мы новый проект сделаем какой-нибудь по режиссуре Да, начало в с будущем. ним вообще без проблем. Да. Арслан, основной такой вопрос от меня лично, я один вопрос задам, потом перейду уже к вопросам от зрителей. Вот смотри, при всем, я тебя встретил один раз, когда мы делали встречу в Москве, когда услышали твою фамилию, я клянусь, я не из мира спорта, я спортом не увлекаюсь, ну вот такой я человек, да, хотя спорт я очень уважаю. И когда услышали фамилию СМСов, и все начали говорить, где он сидит, как он выглядит, где, из чего к чему, то есть твоя фамилия была у всех на устах. В этот момент я понял, что действительно молодежь, которая занимается спортом, тебя очень уважает. Скажи мне, пожалуйста, при всем этом внимании, при всем этом пафос со Да. стороны, как удается оставаться таким скромным человеком? Ну, я не сказал бы, что это какой-то пафос там или там внимание Со какое-то такое стороны. огромное. Ну, может, со стороны так кажется, но в жизни я этого не чувствую. Я чувствую поддержку, это да, там, от близких людей, от, там, как грубо будет сказано, соплеменников, да, то есть нагайцев, там, всех земляков. Я чувствую это, но не чувствую какого-то пафоса, и причин для того, чтобы зазнаться, я просто не чувствую. То есть я не борюсь ни с чем, чтобы там преобладаю там какое-то там зазнание. Нет, все нормально, живу как всегда, то есть спокойно. Мгм. Никто, Хорошо. никто на улице не вылавливает, как бы, поэтому. Ну, это хорошо, потому что, да, знакомая проблема, тоже, тоже все говорят, там, да, как вы там держитесь, селфи делают люди и так далее. Как-то, мне кажется, зависит от человека самого, да, если он как-то держится самим собой, кем остается, мне кажется, это вообще не проблема, хоть сколько бы там поклонников у тебя не было бы. Ну, я не Давай скажу, что начнем меня прям вопросы узнают, зрителей. я расскажу, там, один момент такой был, даже не один, часто бывает такого, там, кто-то говорит, там, фамилию, там, типа, вот, Арслан, а мы сидим за столом одним, там, с людьми, сидим за столом, и кто-то говорит, вот, у нас там есть спортсмен, там, типа, так-то, так-то, кто-то говорит, он в Америке, говорит, тренируется, кто-то говорит, он там где-то еще, там, он в UFC, короче, выступает, хотя я не в UFC. Я же не буду говорить, это я не встану, и там друг говорит, а вот же, говорит, ну, типа, это Арслан. Многие не знают даже, как выгляжу, там, чем занимаюсь, ну, типа, просто где-то слышали, короче, есть нагайцы там, и все. И они такие, серьезно, это ты? Я говорю, ну да, 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 в общем. Как бы, такие моменты бывают, то есть, как бы есть какое-то имя, но при этом, типа, ну, никто не знает, кто это, что это. Просто вот имя есть, там, парень чем-то занимается, короче. Вот так вот бывает. Ну, это похвально. Первый вопрос. Некоторые спортсмены посвящают свои победы родным, любимым друзьям. Какие принципы у тебя есть? Ради кого ты посвящал ли какие-то победы? Ну, и я никогда не озвучивал, да, там, кому я посвящаю, но про себя, конечно, я посвящаю всем своим близким, всегда там, своей матери, да, которая меня вырастила, там, я всем ей обязан, поэтому, то есть, понятно, что, в принципе, не только победы, все по жизни, чего я добиваюсь, это благодаря моей матери, там, моим бабушкам, как бы, родителям, отцу тому же, да, как бы, ну, это всем, даже брату, братишке, тоже, он тоже много в моей жизни как бы занимает большое место, там, поэтому мотивацию я нахожусь в любом случае от родных, это же в первую очередь. Я не буду здесь каким-то оригинальным, то есть родные, То есть ты близкие. про себя, да, больше? То есть ты вслух это не произносишь, про себя просто Да, да, я действительно. никогда не озвучивал, я не помню, да, чтобы я там озвучивал что-то. Ну, конечно же, у меня есть также и какие-то патриотические чувства, да, чтобы для народа, то есть для земляков, да, для нагайцев, чтобы, конечно, я понимаю, что для молодежи, что молодежь смотрит, следит, и для них это тоже какой-то, наверное, ну, я надеюсь, что толчок, там, желание, что
вот там среди нас, там с поселка моего, да, то есть ребята понимают, что можно... Я тебя прерву, потому что про это есть вопрос. Я тебя прерву, чтобы ты ответил на него. Чуть вперед забегаешь, да, это хорошо. Следующий вопрос от следующего подписчика. Что чувствуешь перед каждым боем? В каком возрасте? Ну так, в общем, я спрошу. В каком возрасте и кто первый раз тебя привел в спортзал? У меня есть двое мальчишек, эта девушка пишет, Альбина, по-моему, ее зовут. Они занимаются вольной борьбой. Как в них проявить желание, мотивировать себя на дальнейшие победы в спорте? Кто привел в спортзал и как мотивировать ее сыновей? Вот такой вопрос общий. Привели в спортзал меня, это мои там старшие братья, дяди, да, там. Я уже не помню кто, я с очень маленького возраста, да, тренировался там. То есть у меня там мои дяди, там тренера по вольной борьбе, там старшие там товарищи, там. То есть, ну, все занимались борьбой. То есть я не помню, кто именно вот так меня взял за руку и сказал, занимайся. То есть мы занимались всегда, то есть без борьбы никуда. Мы боролись, и как бы, ну, наверное, старшие братья, да, привели. То есть, и как бы я не скажу, что я в детстве был там какой-то там трудолюбивый, вот дети не хотят тренироваться, вот сейчас ты сказал, там следующий вопрос, да. Я тоже не хотел тренироваться, то есть это все зависит, наверное, от какого-то примера личного, когда ты видишь, смотришь, ну, для старших товарищей, кто что-то добивается, еще что-то, ты на них смотришь, это очень важно. И когда ты смотришь на них, что есть смысл этим заниматься, тебе это нравится. Но в детстве мне это не нравилось. То есть я поздно созрел, что спорт мне нравится, то есть там за 20 лет. Но база у меня борцовская, я благодарен своим старшим братьям, там, дядям, там, всем, короче, в общем. Еще раз в двух словах дай вот совет девушке, у которой двое сыновей. Видимо, она вот старается, чтобы они тоже в спорте развивались. Как их мотивировать, детей? Вольной борьбой занимаются. Ну, по-разному. То есть, если нет какого-то примера, да, чтобы поставить им в пример человека, то водить, да, там, чтобы они занимались в свое удовольствие. То есть, главное, чтобы они получали удовольствие, не перегружались. Я считаю, что в детстве детей перегружать нельзя. Но если они совсем не хотят тренироваться, совсем, то надо заставить их, я считаю. Все-таки заставить? Нет, ну если он вообще ничего не хочет делать, то, конечно, надо его заставить, чтобы он не был бездельником. А так, конечно, такие моменты, что пример ставить, вот есть там у нас такой-то человек, такой вот, посмотри, Аслан он... есть. Не, ну Аслан нет, но может кто-то, да, не знаю. И в общем, да, но заставить тоже можно. Меня заставляли. Хорошо. Следующий вопрос. Говорят, что в жизни нужно попробовать много вещей. Арслан, есть ли вещи, которые ты никогда не пробовал и не попробуешь? Вопрос какой был? Что типа есть, надо что-то... Вопрос такой общий, да, согласен. Вопрос сложный. Давай так, я его сформулирую по-другому. Есть вещи, которые ты никогда не попробуешь. Надо попробовать, говорит, все вещи, говорит. Здесь, видимо, имеется в виду... Вот этот вопрос, начало, типа, надо попробовать. Я не считаю, что надо попробовать все там. Я не знаю, кто это придумал. Я хотел бы на этого человека посмотреть, кто это первый сказал, что типа, надо попробовать все. Но есть такие моменты, которые, ну, с разных соображений, там, человеческих, там, понятия, там, религиозные моменты. Есть запреты. Мне кажется, человек без запретов, он, в принципе, не может существовать. Ему в любом случае должно быть только мы же на то и люди, что есть какие-то моменты, которые мы не должны делать, и какие-то, которые, ну, обязаны. Поэтому, конечно, есть вещи, ну, их много, могу перечислять, но, конечно, есть моменты, которые я не буду пробовать там делать. Мне это не надо. Можешь для примера пару вещей? Ну, я не знаю, там, даже какие-то там заповеди, типа, не укради, да, там, не обижай ближнего, там, или там, если что-то попробовать, типа, как покушать или что-то там, типа, ну, я там не курю, не пью, как бы, это тоже, я не пробовал никогда, мне это не интересно, ну, просто, такие моменты. Отлично. От того же человека следующий вопрос. Как бы ты назвал книгу о своей жизни, если она выйдет? Вот этот вопрос я, кстати, там лазил в группе, и я специально не подготовился, ничего, ну просто я так листал вопросов, много было, вот, как раз до Слар, 2016 страница, и там вопрос был. Мне вопрос очень понравился, то есть я бы его отметил бы, вот, именно, это один из кандидатов на футболку. Пока кандидат. Пока, да, это один из кандидатов, этот человек, так что может рассчитывать. В общем,
есть процент, вероятность. И я не знаю, честно сказать, об этом надо подумать. Я бы не хотел. Ну, не, во-первых, у меня моя жизнь же еще идет. То есть, как-то, типа, книга, она же как про всю жизнь. А я там только какой-то этап, как глава, да, книги сейчас. Ну, Мгм. как-то пафосно, типа, там, тоже называть не хочется, да. Я бы просто по имени назвал бы, как вот, есть же фильм «Форест Гамп», есть? Да. А здесь книга, пусть будет Арслан, пусть будет, да. Это хороший перевод. Лев, Лев, да, пусть так будет. А потом, если что-то изменится в жизни, я по-другому ее назову. хорошо, спасибо. А где ты получил первую награду? Вот вопрос очень длинный, я опять постараюсь его скомпоновать. Где ты получил первую награду? Твой первый тренер? Сколько у тебя есть кубков? Давай вот так. А, ну, вообще, я на самом деле никаких особых результатов в детстве не показывал. То есть я был, ну, мне вот тренеры мои, да, школьные, они мне говорят, что я был талантливый, в принципе, у меня были данные. Ну, я был ленивый, короче, и не хотел там особо тренироваться. И многие вот типа говорят, вот, мои дети там, они у них пока не получается, я не хочу, чтобы они ходили. И вот заканчивают. А это неправильно. То есть, может, в детстве человеку не идет, а дальше он уже потом начнет развиваться. И у меня таких побед в школе не было. Я помню там, ну, я там на районных соревнованиях стал там третьим у себя там, да, в районе, короче, Ачкис, Ногайском районе. Третьим стал, это была моя первая медаль. Потом там, еще там третьим был, короче. И первое место я занял, это только вот, я бросил борьбу, приехал в Москву, и был чемпионат Москвы по комплексному единоборству. И я там первым стал. Это я только начал заниматься смешанными единоборствами. Я приехал туда Сколько вообще, лет было? мне было Сколько лет 22 было? года, 22. 20. Да, я чемпионат Москвы выиграл по комплексному единоборству, да. И это вот мое первое место, как бы. А до этого, ну, вот, не было таких, но были ребята, которые меня бороли, как бы, Мгм. то есть, это. Твой первый тренер, вот она же спрашивала, я напомню, твой первый тренер кто был? А, прям первый тренер, то есть, в Ну школе, в давай тот, школе. кто внес, давай. Один из первых, кто внес в тебя, вот давай вот Ну так. вот, я скажу всех тренеров, кто меня тренировал на тот момент, это ребята, они это делали просто так, на тот момент там, мы сами зал открывали, помогали им, они старшие наши были, и никто не платил, никто не хотел, чтобы этот зал открылся в Эркен-Шахаре, поселок Эркен-Шахар, они сами его открыли, мы там маты где-то нашли, там брезент постелили от КамАЗа, и им запрещали открывать зал, но они открыли, это мои тренера, это Юра Шаманов, это мой дядя, потом Руслан Кумратов, он сейчас у нас тоже, Юра сейчас главный в спорте по Ногайскому району всему, он там сейчас Мгм. главный по спорту, ЮШСА, там все Мгм. дела вот эти. А Руслан Кумратов, он сейчас заместитель тоже главы Ногайского района, это второй мой тренер, ну тоже как первый, и Казбек Владимирович, он у нас и учителем был, сейчас тоже в сфере спорта вроде работает, короче. Вот, в Связь общем, поддерживаешь со всеми, да? да, конечно, с ними на связи всегда, то есть там мы общаемся. После каждого боя они мне говорят, вот там, короче, такой момент упустил в борьбе, вот это не сделал, там мешок, там туда-сюда. До сих пор болеют до сих пор. Да, я приезжаю даже, бывает, борюсь с ними. Они до сих пор, они молодые, в принципе, поэтому Да, всем я вот салам. по Если... понял, по твоим словам, что они не... Тебе уже здесь салам, многие уже пишут тебе, вот Махсум Всем Латиф салам пишет. алейкум, да. Да. Вот это, смотри, следующий вопрос, Арслан, он встречается раза 4, я его один раз задам. Вот этот парень с вас спросил первый, поэтому от него и задам. Почему вы не выходите на бой под ногайскую композицию и под ногайский флаг? Объясните. Вот Это... раз 4-5 спросили вопрос. Нет, это Давай. не 4-5. Этот вопрос очень часто мне задают, прям очень часто. И там кто-то пишет, там, типа, что я не ответил, проигнорировал. Нет, я всегда отвечаю. То есть я выходил под композицию ногайскую, просто люди, может, так не следят. Да, я выходил на ACA там 48, в Ростове был турнир, очень большой, там, один из самых крупных турниров, на которых я выступал. Я выходил там под ногайскую композицию, это ныне покойный Расул Сиитов, там, как бы, его Да. песня Хан Нугай, я под нее выходил, там, как бы, и даже флаг там был, короче, за мной там флаг не видно, но флаг особо не видно в кадре, но он как бы был, то есть, это я дрался, выступал в России, поэтому Мгм. была и композиция, и был флаг. После, я сейчас выступаю в молдавском промоушене, как за границей получается. Там я Да. представляю Россию, да.
там мне дают организаторы, я не приезжаю с российским флагом, мне они сами дают российский флаг, и мои секунданты его несут. Это обязательство получается? Конечно, я как бы представляю Россию, они ну, хотят, чтобы именно, чтобы у них, как иностранцы, россияне там выступают против, у меня там серб был соперник, он с сербским флагом выходил, как типа международные соревнования. Да, понятно. Да, и как бы поэтому вот такой момент. То есть, если я буду выступать, вот в какие-то моменты, вот, например, буду там выступать в родном городе, там, в районе, наушник упал, в родном городе, в районе, и я выйду, конечно, под нагайскую композицию с нагайским флагом, но я уже давно не выступал в России. То есть у меня последние 4-5 боев, они как бы были за границей. То есть Хабиб Нурмагомедов, он же не выходит с аварским флагом, правильно? Так же? И вот такой момент. Да. Ну, Он представляет Россию. Он представляет Россию, да. И у меня такой же момент. Ну, конечно, то есть, не, как одолжение тоже не хочется это быть, да, мне тоже этого хочется. Но на самом деле, еще какой момент, у меня и флага даже нет. Я выходил как-то с флагом, это был флаг волчица. Мне он нравится лично. После изменился флаг. У меня волчица есть дома. Она есть. Могу показать даже. Я тебя прерву. Да, нас смотрит Джалил Аразбаев. Я тебе гарантирую, что он после твоих слов тебе лично в Москве вручит тебе флаг. У него их флагов много. Вот этот флаг Джалил, белый. Салам алейкум. Вот белый флаг, да, вот там это что? Да. Да, вот. Да, вот он, да. То есть, во-первых, мне он нужен, как бы. Просто хотя бы, чтобы он был. У меня его нету. Магазин Сандык Біз. Вперед, вот нашему чемпиону нужен флаг. Все, иншаллах, этого будет. Хорошо. Есть ли идея? Вот смотри, Артур Найман спрашивает. У меня есть знакомый Артур, но это другой Артур Найман, кажется. Есть Найман Артур другой, вот здесь логотип не его. Есть ли идея создать бойцовский клуб в Эркен-Шахаре именем Арслана Ислемесова? Вот какой вопрос. Нескромный опять вопрос тебе задали. Вообще, в принципе, ну, это перебор, как бы, там, имени Арслана Исмесова, это перебор. Вообще, бойцовский клуб, у меня были такие мысли, но сейчас вообще есть такая проблема, у нас дети не так прям сильно к спорту тянутся, то есть, ну, и вот мои близкие, вот кого я перечислил, они максимально популяризируют спорт, борьбу. И у нас, вот в моем именно поселке, там развивается вольная борьба. И очень много сил вкладывается, чтобы ребята... И сейчас они выиграли республику по вольной борьбе. То есть лучшая команда. И они развивают вольную борьбу. И туда мне залезть с ММА, забрать у них какой-то процент детишек, достаточно большой процент, потому что сейчас популярно Хабиб Нурмагомедов, там все. И они все перейдут. И я тогда и их работу как бы испорчу, сколько они вложили сил. И сам, соответственно, мы поделим этих детей. То есть такой нет задачи. То есть я хочу, чтобы... И вольная борьба для детей, я считаю, она лучше именно в плане как базовый. Начало такое. Начало. То есть потом для детей... Выберут, да? Потом уже каждый выберет себе. Конечно. А так именно в поселке нет. Где-то можно там в городе, где есть нагайцы, и для взрослых именно. Открыть нагайский зал ММА может. Даже в той же Москве, если у меня будет возможность, я как бы с удовольствием открою. Но в Москве это, соответственно, там другие возможности нужны. Да. А так есть... вопрос такой. Да, нагайский вопрос. Сенің руың тамған қалай? Если ты понимаешь, понял, да? Я понимаю, да. Ну, мне как... Я знаю, да. То есть у нас именно моя фамилия, то есть мои предки, они похожи на то, я точно не знаю, они похожи на то, занимались лошадьми. То есть на тамга у нас нарисована лошадь. Да, так, она как бы так нарисована не четко, именно как вот, как полосы такие. Ну, в образе, как вот похоже на лошадь. Именно как она выглядит? Вопрос такой, да? Или просто есть? Нет, название вопрос, название. Найман Керейты, там, Кипшаки, Торнши, какое название? Не помнишь? Не знаю, мне как сказать, но у меня фамилия, она достаточно, их немного. То есть все мои однофамильцы, это вот, мои близкие. То есть, как не близкие, родственники. То есть ни однофамильцев нету. То есть, как мне говорили, мы от Кумратларов произошли. От кого? Кумратлары. Кумратовы. Кумратлар, да.
Да, вот Я получается от проводил них. свадьбу Кумратовых в Роял-холле, возле Черкесска я проводил свадьбу Кумратовых. Может быть, да, они твои родственники, может быть, на самом Да, деле. да. Поэтому от них. Хорошо. Смотри, перебью подписчиков, задам от себя вопрос, такой серьезный вопрос. Вот для меня, лично я скажу, да, для меня спортсмен такого А, уровня, вот как ты. мама пишет, я неправильно сказал, Конрад. Конрад Ларес. Вот Это мама мама. твоя, да, Лариса, да? Да, да, она пишет, да. Это я, короче, Конрад, вот. я, короче, накосячил. Она меня подготавливала к этому вопросу. Я, короче, Для этого мамы и облажался. нужны, Арсен. Для этого Я мамы и нужны. облажался, короче. Извини, мам. Да, от себя лично совет, впредь вот запомни, не забывай, чтобы ты вот всегда говорил, вот, кто ты, я Конрад, все, вопрос Да, закрыт. Конрад. А я, короче, вообще. Это спрашивал Джалил, Тухум, Арслан Исельмесова, Конрад, запомни. Вот. Конрад, да, И да, да. получается, нет, смотри, история Накосячил, интересная, короче. получается, ты еще про изображение сказал, да, то есть действительно есть изображение некой там головы лошади, ты говоришь, да? Не, Как, как лошадь, да. Вышлись потом фотографию, я Джалилу отправлю, я думаю, как-то мы вместе выясним, что это такое, хорошо? Потом нам просто уже интересно как бы копаться, как бы дальше. Хорошо? Хорошо, конечно, конечно. Я просто в этом Ага. чуть-чуть, конечно, отстал по ходу, поэтому чуть вот неудобно получилось. Я думаю, все можно наверстать. Я думаю, нельзя как-то себя винить в этом. Сейчас вообще сложно кого-либо винить. Жизнь такая как бы сложная штука. Но если кто-то все-таки интересуется и говорит, что там, да, как ты признается, я, говорит, отстал, я узнаю, это очень как бы хорошо. То есть ты же хочешь узнать, поэтому благодаря, например, тому же эфиру ты узнал свой токум. Это тоже хорошо. Вот мама пишет, Отлично, покажи, спасибо. пишет. Покажи, не, у меня Давай, нету его. потом, да, Потом. сделаем. Смотри, от меня такой серьезный вопрос. Для меня любой спортсмен, не любой спортсмен такого уровня, как ты, хороший ММАшник, он, когда идет по улице, он оружие. Пример Расул Мирзаев, да? То есть увидел ты Я его какой-то... хорошо знаю, кстати, лично знаком хорошо. Да, я уверен, ты его знаешь. Пример, то есть он, с ним вот это случилось, то, что случилось. Идет какое-то беззаконие, какая-то несправедливость. Насколько тебе сложно удержаться от того, чтобы не вмешиваться, понимая, что если ты вмешаешься, ты окажешься, возможно, за решеткой, возможно. Ну, есть такое, что я как вот знаю, что, типа, когда ты спортсмен подготовленный, тем более разрядник, там, мастер спорта, или, там, международный класс, то, конечно, как будто как вооруженный считаешься. Но я сам по себе, кто меня знает, я очень спокойный. То есть я обхожу все конфликты, ну, редко нахожусь в таких местах, где они возможны, поэтому и где надо, я себя сдержу, то есть, ну, сабр проявлю. А где не надо, соответственно, тоже есть моменты, в которых себя сдерживать тоже не получается, где надо чуть ступиться, конечно. За славу Арслан, отступиться. да, тренера говорят о каких-то этических нормах в этих планах. Как-то говорят вам там, не вмешивайтесь, ходите. Есть какие-то нормы у вас, спортсменов? Конечно, это именно тренер должен воспитательную работу проводить. Я же сам тренер уже долгое время, как бы, достаточно. И, конечно, я разговариваю с молодыми спортсменами, молодежью, не просто спортсмены, а просто ребят, которые тренируются у меня. То есть объясняю, что чему вот вы учитесь в зале, а это должно использоваться только в зале или на каких-нибудь соревнованиях. За пределами об этом надо забывать, то есть абсолютно не использовать. Не так, что чему-то научился и пошел на улицу, там, поймал кого-то и там, То есть ломаешь. ты на улице обычный человек. Ну, я везде обычный человек. Имеется в виду, там, ты не применяешь, да, стараешься не применять то, что ты... Я не помню, когда я вообще дрался, честно сказать. Угу. Ну, это очень хорошо. Я хочу, чтобы тебя услышали, потому что, к сожалению, мы бываем часто на свадьбах. К сожалению, спортсмены иногда, не все, может быть, 5% хотят использовать то, что они научились в клубе. И, скорее всего, раз они пришли на свадьбу среди пьяных людей, скорее всего, они это ищут себе. Поэтому, к сожалению, я хочу, чтобы тебя сейчас вот эти ребята услышали. Это очень важно, Арслан. Я вообще считаю, что наши вообще, там, нагайцам вообще пить нельзя. То есть это вообще алкоголь несопоставим. То есть вообще лучше кушайте хорошо. Кушайте. Как человек, никогда не пьющий, с тобой согласен, никогда не пивший, не знаешь вкус, с тобой Поэтому я просто бывал на свадьбах, это какой-то кошмар. Зачем потом? Да. Потом неудобно будет, краснеть будете. Зачем это надо вообще? И самое плохое, что портятся отношения, там, да, то есть между тухумами, как мы говорили, там, между фамилиями портятся отношения из-за двух людей, которые там, да, не могли пообщаться. Ну,
Конечно, это очень плохо. И молодежь, я еще раз хочу призвать, я уже такой посыл делал. Пожалуйста, от спиртного держитесь подальше. Неважно, спортсмен вы или не спортсмен. Если не пить, я думаю, мы все найдем общий язык. Все нагайцы по всей России, по всему миру. Много, да, Следующий много вопрос. проблем. Почему именно бойцовский клуб «Львиное сердце»? Как ты туда попал и как ты подружился с Эдуардом Вартаняном? Ну, вообще, я там думаю, будет вопрос, с чего я начинал, с какого зала. Будет такой вопрос? Или можно об этом сказать? Говори. Только Ну, я коротко, начинал, пожалуйста. да, начинал в клубе единоборств №1. Вообще случайно туда попал как-то, короче, закрутилось, завертелось, стал бойцом. И много своих боев провел там. Соответственно, потом были проблемы с залом, там, с руководством, там хороший руководитель был Руслан Сулейманов, у него начались проблемы, не суть. И в итоге зал закрылся. В зале, там, соответственно, после первого своего боя я познакомился с Эдуардом Вартаняном. Сейчас мы с ним близко дружим, с семьями. То есть, соответственно, открыли зал. Это армянский зал, «Львиное сердце», да, там армянская поддержка. Это благотворительный зал, то есть не коммерческий. И, соответственно, Эдуард, как друга, меня потянул туда, взяли в команду. И, соответственно, они помогают бойцам и финансово, и тренировками обеспечивают, я их представляю, то есть там руководители, ребята очень хорошие. И Эдуард тоже, соответственно, там как бы занимает такое, ну, как бы место. То есть «Львиное сердце», и он тоже «Львиное сердце», поэтому, можно сказать, в честь него, короче. И вот мы дружим, и, соответственно, я представляю этот зал, мне нравится там все, отличный зал, отличная обстановка. Эдуард знает, что Арслан — это лев? Да, конечно, знаю. Вопрос от админа группы «Новый спорт». Кстати, очень много вопросов задали там. Действительно, ребята молодцы. Только я на будущее хочу сказать подписчикам, я не могу собирать вопросы отовсюду, это очень сложно. Всегда, пожалуйста, пишите в одном аккаунте, в одном посте. Кому обычно посещать победы, Арслан, ты уже отвечал. Расскажи, как ты попал именно в профессионалы? Был ли успешный опыт выступления с любителями? Это вообще история отдельная, то есть отдельный час надо будет с этой. Получается, да, ну, то есть у меня вот детская и юношеская борьба, соответственно, занимала, да, там, большую часть времени именно я тренировался там в школьные годы, и потом я перестал тренироваться, просто поддерживал форму, учился в университете в Москве, и случайно пришел в клуб единоборств №1, как раз. Пришел туда, и там был турнир профессиональный, и так получилось, что я кое-как, я не понял как, меня записали туда на профбой, реально, 4. Были очень опытные ребята, и меня туда записали, закинули, дебютанта на замену. И, соответственно, у меня первый же бой, он был профессиональный, с опытным соперником. То есть любительской базы у меня на тот момент не было. Не было. Да, я провел профессиональный бой, кое-как его выиграл, можете его в интернете посмотреть, очень тяжелый бой был, кстати. И после этого я выступал по любителям, набрался опыта и выступил уже 2-й раз. Это финал был этой 4 как раз. И постепенно я чередовал любительские соревнования с профессиональными боями. То есть практически без любительского опыта. Но базой была вольная борьба. То есть самая лучшая база показала то на моем примере, что даже при том, что я там не какой-то чемпион мира там, или мастер спорта даже по вольной борьбе, что она мне помогла конкретно. Поэтому занимайтесь вольной борьбой. Вольная борьба. Еще раз, да. 2-й раз это звучит призыв. Я хочу еще раз, чтобы молодежь тебя услышала. Когда ты готов выйти в октагон и провести бой, есть ли промоушен, в котором ты хотел бы выступить в ближайшее время, и, может быть, соперник, с которым ты хочешь выступить? Я что-то задумался, вопрос пропустил. Еще раз, пожалуйста. Готов ли ты в ближайшее время выйти в октагон и провести бой? И есть ли такой соперник, с кем бы ты хотел выйти? Готов ли я в ближайшее время? То есть, ну, да, в октагон выйти. Конечно, я же сейчас готовился, у меня должен был быть бой в Молдавии, защита пояса. То есть очень много сил потратил, готовился. Но в связи с вот этой эпидемией, то есть турниры отменились, турниров ни весной, ни летом не будет. Конечно, был готов. Были предложения от других промоушенов, но как бы на все воля Всевышнего. Так получилось, что сейчас на данный момент нет возможности выступить. А дальше что было? С кем? Ну, с кем хотел бы выйти, да, соперник? На самом деле нет определенного бойца, с кем именно хотел бы. Тут условия другие, условия
именно какого-то продвижения там в рейтинге, и те же финансовые условия тоже как бы немаловажно. Это в профессиональных боях очень важно. Поэтому определенного человека нет, с кем бы я хотел быть. Определенного человека нет все-таки, да? Угу. Нет, нет. Чем увлекаешься в свободное время от тренировок? Хобби какое у тебя дома? Ну, я вот когда про самоизоляцию я ответил на этот вопрос. Нахожусь дома с семьей, смотрю кино, там, развиваю. Сейчас в шахматы начал играть, очень О, как бы, хорошо. активно играю. Стратегия, да? Стратегия развивается, да? Стратегия хорошо Да, развивается. да. Сейчас играем в шахматы часто. И стараюсь читать. Не то, что там много читаю, но стараюсь читать хотя бы в день 20-30 страниц. Хотя бы так. Ну, конечно, чаще больше, чем так, ну, как Такой минимум. современный вопрос. Да, какие популярные ногайские группы в Инстаграме знаешь? Про спорт. Что можешь про них сказать? В Инстаграме? Да. Группы Ну, спорта нагайцев. ну, я подписан на группу Новай Спорт. Она как основная вроде, я как знаю, считается. И вот Она не то, сейчас что вот, основная. Да, я хочу, да, продолжить. Действительно, там, не знаю, кто там админ, он очень хорошо ведет, действительно. Они собрали 12 тысяч подписчиков за очень короткое время, хотя даже после нас появились. Хочу отдать должное. И там вопросов очень много. Вот сейчас я вопросы уже оттуда пошли. Там спортсменов там много. Поэтому, пожалуйста, еще раз скажи, чтобы люди подписывались на Новый спорт. И им будет очень приятно, если тебе не сложно. подписывайтесь на Новай Спорт. Очень хорошая группа. Будете следить за ногайскими спортсменами. Им нужна ваша поддержка. Хороший вопрос Да, задали. Вот, это на самом деле так, да. что бы ты себе Назови, сказал, встретив себя 15-летним? да. Назови 3 лучших бойца в мире в твоем весе. В моем весе? Да, там А, так спросили, да, именно в твоем весе хотят. Не, у меня вес очень насыщенный на самом деле сейчас. Для меня как реально пример подражания, отличный боец, атлет, это кубинец Юэль Ромеро. Он дрался сейчас Мгм. за 2-3 раза за титул, там все бои равные, все время отдавали не в его сторону. То есть Юэль Ромеро. Потом, кто уже закончил карьеру, это Андерсон Силва, паук Андерсон Силва, тоже очень сильный Мгм. боец. Ну, еще бы отметил, наверное, э, Витора Белфорда. Это мой Мгм. один из любимых бойцов. Вот эти 3 бойца. Отлично. Давай чуть-чуть ускоримся, Арслан, времени просто остается, да? Вопросов еще много, потому что. Почему выбрал именно этот вид спорта? Короткий вопрос. Короткий вопрос, длинный ответ. Да нет, на самом деле, почему выбрал этот спорт? Мне чем он нравится, он очень разносторонний. Он, во-первых, молодой вид спорта. В нем, как бы, что ли, именно мне было легче развиться в том возрасте, в котором я начал заниматься. То есть мне уже было достаточно, 22 года. И куда-то идти там на вольную борьбу возвращаться или на бокс, смысла не было. Там более молодые спортсмены, и раньше они заканчиваются. В ММА ты можешь выступать до 40 лет. Там примеры, лучшие бойцы в основном за 30 лет. Там, 35-34 года. Это лучшие бойцы. Мгм. Поэтому я себя считаю на данный момент очень молодым бойцом. Я учусь всему новому постоянно, очень много нового техник, борьбы, ударки. Ну, в общем, одним словом, разноплановость этого разнообразие, Разнообразие. разнообразие, разнообразие, не Разнообразие. разноплановость, Мгм. разнообразие, да, этого спорта меня привлекло. Мгм. Похожий вопрос. Ваш любимый прием? Прием. Мой любимый прием, один из любимых моих приемов это треугольник ногами. То есть у меня Мгм. получается 2 победы. Сейчас все записали такие. Ну Сейчас еще все такие, вот. и ручной треугольник анаконда. Ну, это тоже, это вот как Ну, я два. думаю, поняли ребята, которые спросили, да. Мне-то вообще непонятно. Я думаю, ребята, которые должны, они поняли. Смотри, смешной вопрос задают. Может быть, твои знакомые, при виде какой машины ты начинал прятаться, когда хотел пропустить тренировку? Это вопрос, скорее всего, от одного из моих тренеров. Ну, Может быть, я не сегодня знаю мы этого человека. То есть это два варианта. Это Юра Шаманов и Русик Кумратов, Руслан Ага. Кумратов. Я от этих 2 машин убегал. Я очень много пропускал тренировки в детстве. Любил это Ага, делать. И когда, да, это, ну, не берите пример с меня. И, не бери пример. да, и когда я видел их машин, я убегал. То есть это один из 2, кто-то из них задал этот вопрос. У Юры была на тот момент, это была 7 Жигули,
а у Руслана была девятка. И когда я их видел, Мгм. я убегал. Да. А часто бывало, что за рулем были не они, а были их отцы. То есть А, их отец едет, я убегал вижу эту зря, машину, получается. да, я вижу эту машину, я убегаю. А потом их отец Ага. приходит ко мне домой и говорит, Арслан, говорит, Ань, он даже старшим говорил, там, бабушке, говорит, Арслан шел, говорит, даже не поздоровался, говорит, убежал, говорит. Я говорю, я думал, что это типа там Руслан там, или Юра. Ну, в общем, вот так. Мгм. Кто-то из них задал этот вопрос. Скорее всего. Следующий вопрос такой. Я тоже хотел тут спросить. Ты бываешь когда-либо грустный? Ну, это нормально для человека, в принципе, для любого. То есть минутка грусти тоже иногда полезно задуматься о чем-то. Но редко. Я достаточно как жизнелюбивый человек. Позитивный. Стараюсь. Позитивно, да. Стараешься не показывать, да? Грустным лучше быть с собой, наверное, а перед народом все-таки, если тем более на тебя смотрит молодежь, что Да, надо, конечно. наверное, быть веселым. Грустить не надо, конечно. Девушка спрашивает такой женский вопрос. Я думаю, тетя Лариса нас до сих пор смотрит. Арслан, как ты думаешь, что чувствует твоя мама, когда у тебя бой? Вот такой сложный вопрос, Арслан. Э, Но у меня мама не смотрит мои бои. То есть, да. Она не хочет, наверное. Когда бой закончился, она узнает о результате и потом только смотрит. Как бы. Ага. Я пришел, я после первого боя пришел, и там, не после первого. После первого у меня было много всадин, и она думала, что я проиграл, а я в итоге выиграл. А после следующих боев у меня было, я прихожу, она смотрит, у меня не царапинки. Она говорит, главное, что, ты цел, нет ничего на лице, результат не важен. А потом спрашивает, выиграл, Мгм. проиграл. Как бы. Переживает, как и все, переживает. Но поддерживает. Это Ни как... разу не, Да, ни разу не сказала да, да. бросить это дело. То есть мама у меня... что зависла, кстати? Или нет? Прерываешься ты немного. Может, это ты? Ты вот сейчас прерываешься немного. Да, я вот сейчас вижу тебя, все нормально. Вроде интернет хороший. Очень, да, очень немножко... Сейчас слышно меня, да? Да. Все нормально. Сейчас слышно меня? Да, Данил, тебя слышно. Меня слышно? Да, просто у тебя изображение останавливается, поэтому. Я понял. Ам, э, Девушки даже продолжают спрашивать, когда ты стоишь перед соперником глаза в глаза, какие мысли приходят на ум прямо в самом начале боя? Вот, взгляд. Э, Я на самом деле смотрю сквозь него. То есть в том плане, что я не вижу перед собой какого-то именно человека, который там хочет что-то мне сделать, или что я-то ему должен сделать какой-то ущерб нанести. Я вижу просто задачу, что я должен выполнить, что поставлена цель мне выиграть. Там, я не думаю. Все, слышно меня? Почему-то ты прерываешься, Арслан, ты сейчас опять тебя не видно уже. Да, вроде пишут, говорят, что у тебя с интернетом что-то не так. Ну вот, не знаю, ты себя полностью видишь нормально, да? Да. Очень странно, я тебя вообще не слышу сейчас. Не слышишь? Арслан, можешь выйти и зайти еще раз? Конечно. Я останусь в эфире. Зайди, пожалуйста, еще раз. Друзья, давайте подождем еще раз, Арслан подключится, потому что у нас зависло. Не знаю почему. Мы оба прерываемся, да? У меня с интернетом проблемы. Что это очень странно. Вроде все нормально. Сейчас Арслан присоединяется к нам еще раз. Виделись. Алло. Да, Данил, я тебя слышу, да.
Да, что-то прервался ты почему-то. Так, ответь, пожалуйста, еще раз на вопрос, что ты чувствуешь перед соперником, потому что мы не услышали. Э, Когда я уже в клетке смотрю ему в глаза, я ничего не чувствую, я думаю только о том, что я должен сделать в бою. И все. Как такового страха в тот Ага. момент уже нету. Уже страх есть перед клеткой, когда заходишь, когда выходишь, когда готовишься. Но когда ты уже в клетке, уже страха нет, уже есть понимание, что ты должен сделать и как. Мгм. Поэтому особо ничего не чувствую. Давай я задам тебе сейчас короткие вопросы. Мы к концу перейдем. И если время останется, перейдем к другим вопросам. У нас вопросы еще есть, пока не успеваем, хорошо? Смотри, блиц-вопросы там хочешь. Арслан, семья или работа? Семья. Что-то плохо себя слышно опять. То есть, блиц я ответил и все, или должен как-то растянуть? Нет, семья или работа, да. Семья. Что-то вообще связь. Так, не слышно, да? Вот сейчас слышу. Сейчас слышишь, да? Хорошо. Москва Да. или Черкесск? Москва. Москва, да? Сейчас только черкесы скажут, как черкес, да, сюда. Арслан, посоветуй, пожалуйста, 3 фильма для просмотра людям на карантине дома, когда все сидят, вот, все фильмы смотрим. 3 фильма. Фильмов очень много на самом деле, но какие первые на ум пришли, это посмотрите, если не смотрели «Зеленую милю», это мой один из любимых фильмов, 5 завис. Слышно меня, Даниэл? Что-то со связью совсем плохо. Я посмотрю Wi-Fi, друзья, потому что что-то нехорошо. Давай вопросы посмотрю, короче. Шахар или Москва? Шахар. Рауль Шахар, конечно. Однозначно Шахар. Однозначно, ага. Смотри, если ты завтра станешь президентом новой Ногайской республики, что ты сделаешь в первую очередь? Такой серьезный вопрос. Я себя ущипну, чтобы подумать, ну, понять, это сон или не сон вообще. Что я президент Ногайской республики. То есть, ну, если это реально произойдет, ну, одним словом же это не объяснишь, это же очень ответственно. То есть, это много работы надо вложить будет. Но основное я дам себе самому обещание, что постараюсь дать людям максимально достойную жизнь и выкладываться. То есть, именно перед собой, что перед людьми как-то обещать людям это, ну, слишком большая ответственность. Но хотя бы перед собой себе сказать, что выкладываться максимально и как бы я бы выложился по максимуму. Не то, что наши чиновники. Да, да. Арслан, оказавшись перед нашим великим полководцем, темником ЕДГ, что ты ему скажешь? А, Это сложный вопрос. Мне кажется, Я наверное, знаю. я бы ничего и не говорил, я, наверное, послушал бы его сначала. Мгм. Хороший ответ, очень хороший ответ. Ну да, я молодой, он там взрослый, опытный человек, как бы максимально среди нас уважаемый. То есть, что я ему могу сказать? Я не знаю. Наверное, пусть он мне что-нибудь расскажет. Ага. Арслан, пожелания твои. Давай я думаю, еще 2 вопроса успею, потом мы пожелания перейдем. Хотел бы ты себя попробовать в организации АСА? И какие у тебя шансы там? Э, у меня было предложение от этой организации, поскольку я как бы сейчас за границей выступаю, ну не такая дальняя за граница, как хотелось бы, да. Я просто не хочу опять возвращаться в Россию, а хочется Мгм. пойти дальше, куда-нибудь уже там в Азию или за океан. Ну, АСА очень сильная организация, там есть с кем выступать, и как бы, то есть я знаю, что там мне составят как сильную конкуренцию, есть с кем. Просто не хочется как бы особо конкурировать. Дома хочется
попробовать себя за границей. Угу. Хорошо. Смотри, следующий вопрос, ты должен отгадать, кто этот вопрос тебе задал. Я его прочитаю. Какие мечты мотивировали в начале карьеры, когда ты после ночной смены на ногах, поспав пару часов, сразу ехал на тренировку? Как думаешь, кто этот вопрос задал тебе? Получается, ночной смены, что я помню, да, я работал, и у меня был бой после ночной смены, я не спавший выступал. Но вот такое должен знать, я думаю, только, наверное, мой братишка, может. Да, совершенно правильно. Это он у тебя спросил это. Что тебя мотивировало? Давай ответим на вопрос, что тебя мотивировало в этот момент. Почему ты шел? Сон лучше? Нет? Нет, я просто хотел себя проверить на тот момент. У меня не было цели именно добиться в спорте там чего-то, каких-то высот. Я просто хотел на тот момент себя проверить, прочувствовать, каково это ощущение. Ну, именно я следил это все по телевизору, следил за бойцами, а тут я оказался в клетке с другой стороны, и мне хотелось вот себя проверить. Я и проверил, мне это понравилось. И в итоге мне это понравилось. Угу. Арслан, обратись, пожалуйста, к нашему ногайскому великому народу. Что ты им вот пожелаешь перед окончанием? Уже заканчиваю, да, так быстро? Подарок. Ну, у нас час уже проходит, у нас 55 минут, у нас остался подарок и завершение, иначе мы не успеем. Ну, что я могу посоветовать нашему народу? Наверное, быть максимально сплоченными, поддерживать друг друга. Нас и так-то не так много, даже мало, я бы сказал. Угу. Поэтому... Молодежи, давай вот молодежи конкретно пожелания, потому что молодежь нас смотрит сейчас. Да. Молодежи. Ну, ставить цели, стараться заслужить довольство своих родителей, потому что родители вас воспитывали, трудились, и вы должны максимально выкладываться, чтобы они были вами довольны, гордились вами. В общем, их не разочаровывайте и не губите свой потенциал напрасно. Работайте, не ленитесь, и все у вас будет. Угу. Как-то так. Арслан, вопросы. Из вопросов, какой понравился больше всего, кому мы вручаем сегодня футболку? Я специально имена не называл, кроме двух людей. Какой вопрос тебе понравился больше всего? Ну, мне понравился вопрос, как бы я назвал книгу в своей жизни. Вручаем этому человеку? Да, надо подумать, какие еще были, Даниэл, накинь версии. Про АСА спрашивали. Нет, не нравится. Не, я не могу, тут должен ты выбрать. Были ли любительские бои, сразу пошел и профессионалы? Вот чай мне принесли. Вот, кстати. Тамерлан, салам алейкум. Салам алейкум, скажи. Ассаламу алейкум всем. Давай, выбери. Кому посвящал свои победы? Вопрос был про маму. Вопрос про книгу. Ну, твой выбор. Мне понравился вопрос про книгу. Серьезно. Вот прям книгу? Мне понравился. Да. Эта девушка, Арслан, ты ее знаешь, она пела на Норай Кешелер. Это Жанна Мусаева задала этот вопрос. Да? Ну вот. Да. Так что, я думаю, ты сам как-то отправишь, да, это? Она живет в Минеральных водах, вот здесь недалеко, как-то сам уже отправишь? Ну, я думаю, что-нибудь придумаем, да. Да. Арслан, тебе спасибо огромное за то, что ты связался. Я думаю, сегодня мы обо многом поговорили. Я думаю, еще, когда мы закончим серию интервью, мы еще раз найдем вариант, еще раз с тобой вот так встретимся, потому что мы не обо всем поговорили, но уже хочется, чтобы для начала, я думаю, этого, альхамдулилля, достаточно. Тебе спасибо, тебе удачи, тебе побед. Да, тебе тоже спасибо, мне было очень приятно. Мы и дальше хотим гордиться такими людьми, как ты, и дай Аллах, чтобы таких нагайцев было больше и больше. Спасибо, Даниэл, тебе тоже. Друзья, ты тоже спасибо. Большую работу делаешь, молодец. Да, спасибо, спасибо. Друзья, с вами был Ахсан Исельмесов. Если кто хочет ему пожелать какие-то пожелания, пишите ему в директ, подписывайтесь на его аккаунт, подписывайтесь на аккаунт Новый Спорт, развивайте спорт среди нагайцев. Я сейчас снова дам. Ассаламу алейкум. Всем спасибо.